Эффект сложных процентов. Однажды Альберта Эйнштейна спросили, что является самой могущественной силой во Вселенной. Он тут же ответил: сложные проценты. А когда Уоррена Баффета, пожалуй, самого успешного инвестора всех времен, спросили, что стало главным фактором, определившим его успех, он дал тот же ответ. Вряд ли два столь знаменитых и невероятно умных человека могли ошибиться, так что подумайте вот над чем. Если вы каждый день будете становиться на 1% лучше, в сложных процентах это составит 3800% в год. Тот, кто положит 1 000 000 рублей на счет со ставкой 5%, через год получит 1 050 000, а через 20 лет примерно 2 700 000 рублей. Всем нам известен эффект сложных процентов и его значение для нашего бюджета. Однако выгоду можно получить даже без вложения денег, так как применительно к человеческим привычкам действует тот же самый эффект роста. Сложные проценты соответствуют тем маленьким шажкам, которые вы совершаете каждый день, и со временем результаты этих шажков начинают расти по экспоненте. Нас делают счастливыми и удачливыми не отдельные свершения галактического масштаба, а многочисленные маленькие поступки. Пример из повседневной жизни. Если вы каждый день по 10 минут будете читать что-нибудь по теме личностного развития, то в краткосрочной перспективе в вашей жизни никаких существенных перемен не произойдет. Но через месяц уже появятся первые значительные сдвиги. Это будет, например, осознание того, что вы можете найти в своей жизни больше места для благодарности и признательности миру. Еще через месяц во время ежедневного 10-минутного чтения вы наткнетесь на упоминание о ежедневнике 6 минут и решите приобрести его в убеждении, что отныне время, уделяемое теме личностного развития, будет потрачено еще более эффективно. Теперь вы сможете ежедневно экономить 4 минуты. Через 3 месяца чувство благодарности и признательности за то, что вы имеете, уже прочно закрепится в вашей жизни. Поэтому ваши отношения с другими людьми будут постоянно улучшаться, и вы станете проживать каждый день с большим количеством оптимизма, радости и удовлетворения. Вы будете лучше спать, лучше справляться с жизненными трудностями, легче достигать своих целей и проживете более долгую и наполненную жизнь. Сначала эффект будет минимальным, а со временем колоссальным. Небесам угодно, чтобы ты упражнялся в малых вещах, а затем уже переходил к большим. Эпиктет. Одна хорошая привычка порождает много новых. Вот еще одна параллель между сложными процентами и привычками. Как только вы делаете первый шаг, почти сразу же за ним следуют другие. Очень часто стоит нам выработать у себя одну хорошую привычку, как она превращается в питательный раствор, в котором зарождаются другие привычки. Сложные проценты – это 8-е чудо света. Альберт Эйнштейн. Здесь действует тот же механизм, что и со сложными процентами в банке, которые начинают работать сразу же, как только вы кладете деньги на счет. Развивая аналогию с финансовым миром, можно сказать, что для разных привычек действуют разные процентные ставки. Иначе говоря, некоторые привычки представляют собой более выгодную инвестицию энергии, дисциплины и силы воли, чем другие. Такие высокоприбыльные привычки можно назвать ключевыми. Бесспорные примеры – спорт, медитация, чтение или письмо. Стоит один раз в жизни приобрести эти навыки, как они начинают демонстрировать собственную мощную динамику, проникают в другие сферы жизни человека и таким образом облегчают установление желательных привычек. Так зачем тратить время на освоение множества новых привычек, когда вы можете добиться цели, поработав с теми, что у вас уже есть? С помощью ежедневника 6 минут вы с минимальными затратами сил разовьете в себе новые полезные привычки, такие, например, как благодарность, здоровый оптимизм, сосредоточенность и личностный рост. И все благодаря ежедневным размышлениям.
Другими словами, вы выработаете такую ключевую привычку, которая со временем будет постоянно порождать у вас другие хорошие привычки. Человек должен прежде всего инвестировать в самого себя. Это единственная инвестиция, которая окупается в тысячекратном размере. Уоррен Баффет. Такой вывод позволяют сделать эксперименты Роя Баумайстера. В одном из них участники должны были начать вести более здоровый образ жизни. Вместо того, чтобы подробно объяснять, как можно этого добиться, исследователь попросил членов группы в течение 2 месяцев заниматься с гантелями. Эта позитивная привычка автоматически породила другие. Участники эксперимента начали предпочитать здоровую пищу, уменьшили потребление алкоголя, стали лучше учиться в университете и дальше приводили в порядок свою квартиру. А как обстоят дела у вас? Вспомните, как вы в последний раз превращали какое-нибудь позитивное действие в привычку. Разве за этим не последовали автоматически другие полезные привычки? Самое главное, для того, чтобы ваши привычки привели вас к намеченным целям, используйте ежедневник 6 минут каждый день. Не существует лифта, который сразу доставит вас к личностному успеху. К нему надо подниматься постепенно, ступенька за ступенькой. Положение 3. Саморефлексия. О том, где вы сейчас находитесь, и о том, что приносит вам счастье. Что общего у всех частей утреннего и вечернего ритуала ежедневника 6 минут? Вы уже поняли, правда? Если их правильно применять, то они шаг за шагом будут увеличивать радость вашей жизни. И для того, чтобы этого добиться, каждый компонент ежедневного ритуала прежде всего запускает очень важный процесс рефлексии. Что такое рефлексия? Рефлексия – это мыслительная деятельность, связывающая воедино прошлое, настоящее и будущее действия. В данном случае решающее значение приобретает не содержание ваших мыслей, а сам мыслительный процесс. Не забывайте об этом, когда будете отвечать на 5 еженедельных вопросов. И этот процесс дает возможность оценивать действия на основании вашего прошлого опыта или поставленных вами целей. А оценки, в свою очередь, ложатся в основу возможных вариантов развития и решений, которые вы принимаете относительно своих последующих действий. Представьте себе, что вы спускаетесь на лифте в свое бессознательное и спокойно осматриваете там центральный пункт управления. Вы можете изучить все программы и шаблоны, которые определяют ваши действия, мысли, чувства, мировосприятие. В ходе этого процесса вы выработаете основу для принятия оптимальных решений, касающихся всех желаемых перемен в вашем поведении. А что говорит об этом наука? Она говорит, что люди, обладающие способностью к высококачественной саморефлексии, остаются на высоте и в других сферах жизни. Они способны четче планировать свои действия, они более дисциплинированы и сосредоточены, лучше контролируют свои эмоции, принимают более взвешенные решения и способны точнее предвидеть будущие проблемы. Саморефлексия как предпосылка личностного развития. Какой прок от попыток стать лучше и привнести в свою жизнь больше радости, если вы недостаточно хорошо понимаете сами себя? Чем лучше вы себя знаете и чем чаще вступаете с собой во внутренний диалог, тем более гладкой и прямой оказывается дорога вашего личностного развития. Для того, чтобы видеть мир не зашоренными глазами, не цепляясь вечно за устаревший образ мыслей, важно регулярно осматривать собственное мышление с высоты птичьего полета. Если человек хочет всегда быть счастливым, он должен постоянно меняться. Наши эмоции часто выступают в роли смирительной рубашки, мешающей любым переменам. Мы даже не осознаем, что они подталкивают нас в одном определенном направлении. Осознанная саморефлексия может стать отправной точкой необходимых вам изменений. Она позволит вам развить способность не идентифицировать себя со своими чувствами. С ее помощью вы сможете вырваться из круга привычных мыслей и из мира привычных чувств. И чем чаще вы будете размышлять о себе таким образом,
тем легче это будет вам даваться. В этом вам прежде всего помогут ежевечерние упражнения, еженедельные вопросы и время от времени перечитывание записей, сделанных за последние дни и недели. Человека нельзя ничему научить. Можно только помочь найти искомое в себе самом. Галилео Галилей. Несколько важных минут для еще более важных вопросов. За что вы благодарны и что делает вас счастливым? Как сделать так, чтобы в вашей жизни появилось больше счастья и благодарности? В суете повседневной жизни мозг настолько перегружен внешними стимулами, что практически невозможно отличить то, что на самом деле является вашей собственной мыслью, от того, что является реакцией на окружающую вас среду. Если регулярно не выделять время для размышления, большая часть вопросов рискует остаться без ответа. Именно поэтому мы советуем вам обращаться к ежедневнику сразу после пробуждения и непосредственно перед сном. В это время вас никто не тревожит, и вы свободны от внешних воздействий. Виза без рефлексии нет успеха. Когда кто-либо в любой точке мира достает свою кредитную карту, более чем в половине случаев это оказывается карта Visa. Все знают, что такое Visa, но почти никто не знает Ди Уорда Хока, основавшего эту компанию в 1968 году. Этот человек, много лет остававшийся во главе ассоциации банковских карт Visa, считается пионером новых мировых экономических отношений. Он посвятил вопросам менеджмента десятилетия, но и сейчас, много лет спустя, убежден, что саморефлексия – это ключ к успеху. По его мнению, около 50% времени человек должен отдавать так называемому селф-менеджменту, управлению собой, чтобы лучше понимать собственные цели, мотивы, ценности и образ мыслей. Саморефлексия как непрерывный процесс. Очень редко бывает так, чтобы человек, проснувшись поутру, обнаружил, что радикально изменился. Подобно морскому песку, медленно, но постоянно создающему новые формы и очертания, наша идентичность изменяется незаметно и беспрерывно. Именно поэтому невозможно раз и навсегда дать себе исчерпывающие ответы на важные вопросы бытия. Так, например, в молодости никто не интересуется хорошей пенсией, но лет через 15 финансовые гарантии могут доставлять человеку невероятное удовлетворение. В 18 лет нас делает счастливым одно, а через 10 лет совсем другое. По этой же причине мы иногда замечаем фундаментальные перемены в себе только по прошествии месяцев, лет или даже десятилетий. Чем внимательнее вы будете отслеживать и осмыслять то, как меняетесь с течением времени, тем лучшую основу для принятия решений создадите. Настоящая саморефлексия не происходит в одночасье. Это не случайное озарение, а продолжительный процесс, постоянное общение человека с самим собой. И так же, как и при любом другом общении, качественные различия могут быть очень заметны. Если только один раз ответить на вопросы, что делает меня счастливым, счастливой, или за что я должна прежде всего быть благодарным, эффект будет поверхностным и вряд ли продлится достаточно долго, чтобы принести пользу. Ежедневник 6 минут позволяет пойти дальше и каждый день заниматься специфической саморефлексией на куда более глубоком уровне. Величайшая ошибка думать, что человек всегда один и тот же. Человек никогда не бывает долго одним и тем же. Он постоянно изменяется, он редко остается неизменным, даже в течение получаса. Георгий Гурджиев. Вообще-то, я знаю, чего хочу. Вы наверняка думаете, что все ваши желания вам известны. Хорошая еда, прекрасная семья, больше денег, независимость, секс, больше секса, власть, удовольствие, развлечения, отдых и тому подобное. Конечно же, на неком абстрактном уровне все-таки есть. Но чего вы хотите конкретно? Какие конкретные действия ведут вас к хорошему личному счастью? Какие небольшие шаги вам надо делать каждый день, чтобы почувствовать, что жизнь стала более наполненной? Ежедневник 6 минут поможет
Ежедневник 6 минут помогает четко определить как раз эти конкретные действия. Мелкие дела, которые вы выполняете, лучше больших планов, которые так и остаются планами. Если записывать эти мелкие дела, ваше бессознательное заметит их и продолжит фокусироваться на них в дальнейшем. Чем чаще вы будете это делать, тем выше вероятность, что эти поступки станут частью вашей повседневной жизни и вашего характера. Вопрос о ваших желаниях становится еще более важным. Старые профессии исчезают, появляются новые. Старые знания теряют свою ценность, требуются новые навыки. Сегодня, благодаря интернету, у всех есть доступ к знаниям, и поэтому постоянное обучение стало важным как никогда. Вчера восхваляли тех, кто всю жизнь был верен одной компании, а сегодня мало кто работает на том же месте до пенсии. Раньше люди жили там же, где родились. Сегодня переезды становятся необходимостью. Большинство людей с поколения наших родителей до сих пор работают на специальности, полученной после школы, или продолжали это делать до выхода на пенсию. Сегодня люди в возрасте от 18 до 30 лет могут менять свои карьерные планы чаще, чем нижнее белье. Смена учебных программ, профессий и работодателей стала нормой. Поразительное разнообразие вариантов карьеры еще больше затрудняет выбор одного единственного пути. И это же касается и всех остальных решений, которые мы принимаем в своей жизни. Есть множество книг на одну и ту же тему, множество продуктов одинакового состава, множество предложений одной и той же услуги. У вас появляется все больше возможностей и одновременно все меньше времени. За деревьями мы уже не видим леса. При таком почти бесконечном количестве открывающихся возможностей и жизненных путей особенно важно понять, что уже делает нас счастливыми. Психолог из Гарварда Дэн Гилберт, проведя многолетние исследования, выяснил, что наши представления о том, почему мы были счастливы в прошлом, крайне расплывчаты. Когда мы пытаемся вспомнить, что же делало нас счастливыми, то обычно, сами того не сознавая, опускаем важные детали и заменяем их другими. Мы искажаем собственные воспоминания, чтобы создать позитивный образ прошлого или будущего, или же просто не помним, как все было на самом деле. Ежедневник 6 минут поможет вам реже попадаться в ловушку ложных воспоминаний, ведь лучший способ узнать секрет своего настоящего счастья – писать о нем каждый день. За что вы благодарны, какие события наполнили вас радостью и удовлетворением. День за днем, отвечая на эти вопросы, вы будете направлять свой мысленный процесс в правильное русло и создавать свою уникальную мозаику счастливой жизни. Ежедневник – это ключ к двери, за которой таится секрет вашего счастья. Но открыть эту дверь вам придется самостоятельно.